эфире новости спорта. Здравствуйте. Женская сборная России завоевала бронзовые медали Кубка мира. В турнире принимали участие 12 команд, которые выявили победителей и призеров по круговой системе. Накануне в заключительной игре соревнований подопечные Серджио Бузато проиграли сборной Бразилии со счетом 3-1. Это поражение не позволило российским волейболисткам занять второе место. Хозяйками серебряных медалей стали американки. Победу же на турнире праздновала команда Китая. В последний раз женская сборная России по волейболу входила в число призеров Кубка мира в 1999 году. Тогда наши волейболистки завоевали серебряные медали. Анжелика Сидорова одержала победу в прыжках шестом на чемпионате мира по легкой атлетике. Турнир проходит в Дохе. Российская спортсменка, выступающая в нейтральном статусе, взяла планку на высоте 4 метра 95 сантиметров. Второй стала американка Сэнди Моррис. Бронзовую награду взяла представительница Греции Екатерина Стефаниди. Сидорова первая из российских спортсменов завоевала медаль на этом чемпионате мира. В общекомандном зачете лидирует сборная США, в активе которой 6 наград, в том числе 3 золотые медали. На втором месте идет команда Китая, у нее 3 награды. На третьей строке располагаются кенийские спортсмены с 2 медалями. Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при России 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Соревнования завершились в Сочи. Вторым линию финиша пересек его напарник по команде финн Валтери Боттас. Тройку лидеров замкнул пилот «Феррари» Шарль Леклер из Монако. Россиянин Данил Квят, выступающий за команду «Торо Россо», занял 12-е место. В общем зачете соревнований первую позицию занимает Хэмилтон. В его активе 322 очка. Вторым идет Боттас, набравший 249 баллов. Третью строчку занимает Леклер. У него 215 очков. Следующий этап пройдет в Японии с 11 по 13 октября. Российский баскетбольный клуб «Нижний Новгород» победил польскую «Легию» во втором матче отборочного раунда Лиги чемпионов и вышел в групповую стадию турнира. Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась со счетом 78-63. Самым результативным игроком матча стал форвард нижегородцев Шаван Льюис, набравший 24 очка. Напомню, первая игра завершилась также победой россиян со счетом 74-61. В групповом этапе Нижний Новгород сыграет в группе С вместе с немецким Бамбергом, чешским Нимбургом, турецким Газиантепом, испанским Тенерифе, греческим Парис, латвийским ВЭФом и победителем противостояния между португальской Бенфикой и черногорским Марнаром. Московский ЦСКА одержал выездную победу над екатеринбургским Уралом в матче 11-го тура российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3-0. Авторами забитых мячей стали Хёрдур Магнусон, Арнар Сигурдсон и Яка Биол. Благодаря этой победе армейцы продлили серию побед в национальном первенстве до 5 матчей, а также вышли на первое место турнирной таблицы. В их активе 25 очков после 11 игр. Урал идет на 6-й позиции, набрав 14 баллов. В следующем туре екатеринбургский клуб дома сыграет с санкт-петербургским «Зенитом», ну а ЦСКА также на своем поле встретится с Ростовом. Обе встречи пройдут 6 октября. Футболисты «Зари» создали много моментов для взятия ворот в матче с Орхимом, но их подвела реализация. Таким мнением поделился тренер якутской команды Ринат Мусалов. Напомню, «Заря» в матче 3-го тура высшей лиги России со счетом 6-4 уступила нижегородскому Орхиму, возглавляющему турнирную таблицу. Якутские футболисты занимают 7-е место, набрав 4 очка в 3 встречах. Я благодарю своих ребят за то, что они проявили характер. Перед нами стоит задача играть и биться до конца в каждой игре при любом раскладе. Наша команда организовала много моментов для взятия ворот, но подвела реализация. Мы проведем работу над ошибками, сказал Мусалов. К этому часу это все спортивные новости. Мы продолжаем следить за событиями в жизни регионального и российского спорта.